Зурц хинвал, неженар радио макушета, хушшари рештона пацахадун радио якушткене. Алла бинонтен, алла хазарандар, а нениш зинат, эма баркат. Сегодня мы вспоминаем женщину, чей голос стал звуковым кодом Родины для целых поколений. Если бы в советское время провели опрос «Голос – национальное достояние», победу без сомнения одержала бы Дунара Александровна Гумаритова. Для многих жителей Цхинвала понятие «Родина» началось именно с ее интонации. Не с картинки, а со звука, который раздавался из тарелки под потолком рано утром. Это был эталон литературного осетинского языка, чистого, правильного, того, которым редко говорили на улице, но который все хотели слышать по радио. У нее была безупречная дикция, своеобразный тембр голоса, который не забывался никем и всеми воспринимался на ура. Буквально женщина, которую все считали своей. Она приходила ко всем домой своим голосом, своей информацией. И все люди ждали от ее голоса, потому что ее голос внушал доверие, что мы живы, что наша республика жива. В то время почти в каждом доме был радиоприемник, и хозяева знали расписание передач так же хорошо, как свои имена. Особенно ждали воскресного утра, выпуска по вашим заявкам. Дунара Гумаритова была не просто диктором, она была проводником культуры, голосом, который объединял разрозненные аудитории в единую нацию. Некоторое время диктор номер один проработала под началом Станислава Кочева, в 90-е годы возглавляющего Министерство информации и печати республики. Особо дарование Дунары проявилось ее патриотизм, ее гражданская позиция, ее убежденность в правоте нашего дела появился во время последних событий, в новейшей истории. Дунара была из плеяды мхатовцев. Она окончила школу-студию при МХАТе, выходила на сцену театра. Это давало ей ту самую закадровую харизму, которой невозможно научиться по инструкции. Коллеги всегда вспоминали ее железную профессиональную хватку. Она отключала микрофон на долю секунды, чтобы поправить воротник, и включала снова, не давая техническому браку разрушить магию эфира. Для нее не существовало слова «ляп». Дунара Александровна стояла у истоков не только радио, но и телевидения Южной Осетии. Именно ее голос гремел с главной площади республики во время парадов. Я профессионал инженер техники, ведь мою хабар загана, мы мафеттаруш растач радио Коста, а мы радио уж mamy do dis проводную радио кехоночви. Меня взорвало радис Россия, чего на республике, чего не уж талди мог навдать, даже навдать. Фалавы меня кеске, вот та роля будет, что до эфира, что так вот туйну хабертам. Но судьба этой великой женщины была полна драматизма. Рано ушел из жизни муж, талантливый художник Таурбек Гаглоев. Она потеряла единственную дочь, Марину, после чего осталась с внуком на руках. Однако личная боль никогда не просачивалась в эфир. Для слушателей она всегда оставалась воплощением спокойствия и достоинства. Дунара Александрович скот алдимогов тавди штургуймак стекут профессионал в таме дарудис шек профессионал штур профессионал. Я зонужинятан радовай датта сармагунде махикуй рокенжнан манани урукта дарвахта куткав касын рост куткав улафен витхедерни упражнения даримен башамта разуминца куттам. Дунара Гумаритова ушла из жизни в 2008-м, но ее голос остался в памяти тех, кто застал эпоху проводного радио, как символ связи, времен и несгибаемости духа. Эльвира Тибилова, Заур Устаев, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня.